Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24 НВК Саха, и вы смотрите утренний эфир программы «Утро Якутии». На календаре у нас сегодня четверг, 5 августа. Практически закончилась рабочая неделя, и я и мои коллеги не перестаем работать, не покладая сил, для того, чтобы именно каждое утро вы, дорогие телезрители, могли узнать все самое полезное, важное, все самое интересное именно в нашем утреннем эфире. Напоминаем о том, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что вы можете стать участниками нашей программы очень легко. У нас есть WhatsApp номер. Номер телефона вы видите прямо сейчас на своем экране. 8 914 2 73 44 88. Вот на этот номер смело отправляйте свои пожелания, свои, допустим, поздравления, ну или просто поделитесь своим утренним настроением. Также у нас есть инстаграм-страничка. Вы ее видите тоже прямо сейчас. Вот туда можно в течение всего дня отправлять различные фотографии, возможно, предложения, или, возможно, вы хотите видеть каких-то определенных гостей или поднять определенные темы на нашем эфире. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки. А также, если вы пропустили эфир или желаете посмотреть его заново, заходите на канал YouTube, там все эфиры выложены. Ну а начнем наш эфир мы, конечно же, с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 15 градусов тепла. В Заречной группе 17, 7 градусов выше 0. В южных районах плюс 15, плюс 14. В Вилюйской группе 17-13 градусов со знаком плюс. В Нижнеленских 15-12 градусов тепла. В западных районах 16-14 со знаком плюс. В Колымо-Индигирской группе улусов 11-4 градусов тепла. В Янских районах 12-8 градусов. На северо-западе 11-9. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 11 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Дым, ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 28 градусов. Ну а сейчас мы передаем слово Марферине Алексеевой, которая ознакомит нас с самыми актуальными новостями на данный момент. Приветствую, Дарья. Доброе утро, Якутия. Перейдем к блоку новостей. 3 объекта здравоохранения введут под ключ в Якутии в рамках реализации республиканской программы модернизации первичного звена здравоохранения республики на 2021-2025 годы. И казенные учреждения служба государственного заказчика республики заключили госконтракты на строительство 3 объектов, ввод которых запланирован во втором полугодии 2023 года. Благодаря программе в Татинском улусе в селе Итыкёль началось строительство 3-этажной поликлиники на 200 посещений в смену. Также ведется разработка проектно-сметной документации больничных комплексов в поселке Усть-Мая и селе Чурапча. Согласно тех заданий, в поселке Усть-Мая появится больничный комплекс на 45 коек с поликлиникой на 104 посещения. А в селе Чурапча комплекс предусмотрит 19 коек для стационара и поликлинику на 350 посещений в одну смену. 10 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник Ви» и 15 тысяч доз «Спутник Лайт» поступило в республику. Об этом в ходе брифинга сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина. По ее словам, вакцину «Спутник Лайт» будут использовать в том числе для ревакцинации медицинских работников, которые прошли вакцину в январе-феврале. Вакцину «Спутник Ви» уже направили в Нерюнгринский район. В остальные районы доставят до пятницы. А в Ленске установили необычный арт-объект и фотозону. Такую двойную функцию несет новая инсталляция в городском парке. Имитированные качели со скульптурой в виде семейства белок появились недалеко от фонтана, расположенного в центре парка. Автор арт-объекта – якутский скульптор Николай Чачасов. Новый объект появился в рамках реализации программы по благоустройству общественных территорий. Почему именно белок решили усадить на деревянные качели – это уже отдельная история. Учитывая, что в нашем парке очень много белок,
популяция это уже с каждым годом, как говорится, растет из года в год, мы решили, что это будет самая уместная архитектурная форма в нашем парке. Так как у нас парк представляет собой лесной массив, здесь очень много присутствует и кедра, и сосны, и ели. Все-таки за основу была принята концепция управлением архитектуры республики, концепция именно шишки, именно белок. И поэтому вот родилась вот такая малая архитектурная форма. На этот момент это вся информация. Передаю слово Дарье. Спасибо большое, Марферина. Ну а мы движемся далее. Если кто-то из ваших знакомых постоянно жалуется на то, что не может проснуться с утра, возможно, он просто не смотрит и не делает утреннюю зарядку с нами. Посоветуйте сделать ему это сегодня, либо завтра, потому что на этой неделе мы постигаем азы йоги. Доброе утро! Сегодня я вас познакомлю с направлением йога. Не вставая с кровати, мы с вами сделаем следующие асаны. Асаны – это у нас упражнения. Мы с вами удобно садимся, так, чтобы было бы вам комфортно. Выпрямляем нашу спину и, самое главное, мы расправляем наши плечи. Левую руку мы с вами отводим в сторону, и правая наша рука тянется в сторону. Таким образом мы вытягиваем боковые наши мышцы. Переходим в центр, опускаем руку, переходим на другую сторону. И таким образом мы с вами вытягиваем наши обе стороны. Сделайте такое количество, сколько вам комфортно. Можно сделать и 6 раз, и 8 раз, сколько вам позволяет ваше время. Теперь мы снова тянемся вверх. Таким образом мы растягиваем наш позвоночник. Макушкой вытягиваемся вверх, кончики пальцев сильные. Теперь мы с вами медленно опускаемся вперед, так, чтобы разгрузить наш поясничный отдел. И самое главное, разгрузить нашу спину от напряжения. Медленно тянем на себя пальцы и позвонок за позвонком себя возвращаем. Наша спина ровная. Теперь мы с вами раскрываем наш грудной отдел. Мы с вами чувствуем, особенно после рабочего дня, как спина устает. Мы переносим руки за спину, так, чтобы пальцы смотрели вовнутрь. Мы раскрываем с вами мышцы грудного отдела и чакра наша сердечная. Мы с вами прижимаем подбородок к гортани, плечи у нас натягиваем вовнутрь и расслабляем. Снова исходное положение, выдох. Снова мы с вами поднимаем грудной отдел, подбородок тянем к гортани. Смотрим на потолок, выдох. Теперь мы с вами возвращаемся в исходное положение, сплетаем наши руки по центру. Мы с вами будем прорабатывать мышцы в области лопаток. Медленно поднимаем, опускаем. Взгляд вовнутрь, можем закрыть глаза. Делайте тоже то количество, которое вам удобно. Раскрываете, лопатки стягиваете и обязательно делайте с другой стороны для выравнивания. Снова закрываете глаза и поднимаете, опускаете. Вверх вдох, выдох. Теперь мы с вами переходим к позе дерева. Позу дерева мы можем тоже делать очень удобно в положении сидя. Руки также поднимаем вверх, плечи не поднимаем. Опускаемся медленно к ноге и мягко вытягиваем мышцы. Также медленно возвращаетесь, и все то же самое мы повторяем с другой стороны. Соединяем ноги вместе, и мы с вами переходим на асану лодки. Называется она навасана. Мы с вами немного округляем плечи, выпрямляем ноги до конца, положение рук не меняем. Опускаем медленно, фокусируемся полностью в область пупка. Мышцы работают и опускаемся. Положение сидя посоха дает нам прочувствовать наш позвоночник. Теперь мы садимся в удобное положение и с вами переходим на гармонизацию женской и мужской энергии
в мудре намасте. Желаю вам прекрасного дня. И самое главное – это космическая энергия. Намасте. На портале «Работа в России» труд7.ру стартовало бесплатное обучение отдельных категорий граждан на короткие курсы по компетенциям WorldSkills для содействия их последующей занятости. Более подробнее об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Анной Бысыиной. Она является руководителем дирекции аналитики и управления Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. Анна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что за такой проект вообще содействия занятости, да? И кто бесплатно может обучиться в рамках этого проекта? Но с этого года у нас стартовал федеральный проект, называется он «Содействие занятости». Реализуется он в рамках национального проекта «Демография», да, и продлится до 2024 года, то есть сразу обращаюсь к гражданам, те, кто не успел подать, в этом году могут поучаствовать в следующих годах. Эта программа направлена на восстановление экономики регионов, на восстановление занятости по последствиям коронавирусной инфекции. Как мы знаем, очень много людей остались без работы, были вынуждены перейти на неполный рабочий день и так далее. Эта программа направлена именно на отдельные категории граждан, которые Российской Федерации считаются уязвимыми. Да? Это 6 категорий получается. Безработные граждане, которые состоят на учете в центрах занятости, граждане, ищущие работу и обратившиеся в центры занятости, женщины, находящиеся в декретном отпуске до 3 лет, граждане предпенсионного возраста и пенсионного возраста, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых отношениях. Все они могут обучиться бесплатно в рамках этой программы. Квота на этот год составляет 1091 место. То есть работающий человек не может получить дополнительное образование, именно обязательно вот только в этих категориях быть? Вот категории, которые относятся к декретницам, они же как бы работающие, Да. то есть они сидят в отпуске. Пенсионеры, предпенсионеры, они тоже могут быть работающими. Они могут обучиться, если они чувствуют угрозу того, что им для сохранения места работы необходимо повысить квалификацию, либо дополнить себя какими-то дополнительными навыками. Хорошо. И так, значит, какие курсы наиболее популярны и вообще вот чему и каким специальностям можно обучиться? Курсов у нас более 150 по республике. Да. Здесь следует сказать, что не только мы как бы реализуем этот проект, есть еще отдельный региональный оператор Северо-Восточный федеральный университет. То есть мы параллельно по 150 и свыше курсам готовим людей. Курсы у нас, кстати, пополняются постоянно. Да. Но если говорить по направлениям, сейчас у нас по WorldSkills в топе это медицинские компетенции, да, это младшая медсестра, сиделка, также в топе компетенции сервиса, можно так сказать, да, кондитеры, повара. Очень много рабочих профессий представлено, это и сварщики, и слесари, также графический дизайн, веб-дизайн, то есть широкий круг, да, все сферы. Анна, подскажите, пожалуйста, все-таки пандемия внесла свои коррективы. Как проходит, в какой форме проходит то самое обучение и сколько по времени в среднем занимает курс? Курсы у нас краткосрочные, то есть от 1 до 3 месяцев. Это зависит от вида программ, которые выбирает человек. Да? Если ему требуется повышение квалификации, это составляет буквально 2-3 недели. Если это программа, когда мы обучаем человека с нуля, после школы или переподготовка, да, то она может длиться от 1 до 3 месяцев. Формы разные, то есть есть дистанционные формы в федеральных центрах, то есть это Москва, Сызрань, Сыктывкар, очень разные тоже центры обучения у нас представлены. А в республике это как дистанционные, так и очные с применением дистанционных. То есть очно это значит, вы сидите перед компьютером, то есть определенное количество часов вы в Zoom, либо на ВКС, либо делаете тесты и так далее. А потом практика происходит уже на образовательной организации. По окончании курса каждый ученик, или как это правильно сказать, да, получает определенное, да, наверное, какое-то документальное подтверждение, то есть и насколько вообще вот такие корочки, они потом пользуются как бы спросом, или можно ли трудоустроиться с подобными именно документами об образовании? Конечно, каждый слушатель по окончании обучения получает документы государственного образца, да, то есть это может быть, если повышение квалификации, это удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о присвоении профессии, специальности и диплом о переподготовке. Все это как бы федеральная программа, поэтому тут нет таких моментов.
Ну и самое главное, успевают ли наши зрители сейчас попасть в этот учебный год, да, и как это можно сделать? Да, успевают. Сейчас, на сегодняшний день, у нас поступило более 600 заявок, поэтому, в принципе, места еще квоты есть. Значит, как нужно подавать заявку? Тут довольно-таки инструкция такая непростая. Очень многие люди жалуются на то, что они не могут найти. Да? Надо зайти на сайт «Работа в России», найти баннер направление на обучение, содействие и занятости, кликнуть на нее, и там уже выйдет анкета. Анкета, которую надо заполнить, то есть выбрать регион, выбрать ваше местоположение, выбрать компетенцию, по которой вы хотите обучиться. И далее уже вам в ответ придет тоже анкета, где нужно будет прикрепить документы, соответствующие той категории, которую вы выбрали. И далее уже с вами связываются тьюторы. Тьюторы – это те люди, которые вас проводят с момента подачи заявки до трудоустройства, и уже вы с ними отрабатываете по направлению на обучение. А скажите, пожалуйста, бывают ли такие случаи, когда тебе отказывают? То есть или все подавшие заявления имеют стопроцентную гарантию, что он может принять участие в подобной программе? Отказываем, да, это тогда, когда не соответствуют документы, да, либо подлог документов происходит, то есть такие вот юридические моменты. А в принципе большинство проходит. Либо, знаете, есть момент отказа, когда человек подается на определенную компетенцию, не проконсультировавшись заранее, допустим, да, он имеет 11 классов, а эта компетенция, она требует там среднее профобразование. Ну, а так, в принципе, места еще есть, ну, именно до количества, у нас сейчас, вы сказали, 600 заявок, а мы максимум набираем сколько? 1091 квота. Вот так вот, да? То есть можно еще успеть. Да, такие можно заветные, еще успеть. те самые места Да, еще есть. да. Хорошо, а вот подобная программа уже проводилась у нас в республике, или это вот первый такой пилотный проект? В прошлом году проводилась подобная программа, но она была направлена на людей, пострадавших от коронавирусной инфекции. То есть там был более узкий круг людей, которые могли принять участие. В этом году она уже расширена для отдельных категорий граждан. И, возможно, в следующем году тоже там какие-то будут более расширенные льготы. Ну вот, а далее вы ведете человека, вот помогаете с трудоустройством или отучился и сам уже выбирай себе место? Но здесь вариантов тоже несколько. Получается, люди, которые уже трудоустроены, они приходят уже с трехсторонним договором, да, то есть который нужно заключить. Обязательно перед началом обучения заключаются договора, где прописываются обязательства. То есть работодатель обязуется его принять на работу, если этот человек приходит на вакансию, да. А если это уже работающий человек, работодатель говорит о том, что да, действительно, я согласен с тем, что он пройдет обучение, потому что оно ему необходимо. Есть двухсторонние договора, когда, например, повара и парикмахеры, они хотят стать самозанятыми. То есть они будут регистрироваться как самозанятые и тоже считаться как занятыми и трудоустроенными людьми. По поводу трудоустройства тех людей, которые не работают, Да, не состоят, да, по безработным, ищущим работу гражданам очень хорошо отрабатывают центры занятости в районах, да, то есть можно обратиться к ним за консультацией. Мы ежедневно на связи с ними, то есть у нас очень тесная связь. По людям, по женщинам, которые не состоят в трудовых отношениях, да, мы тоже помогаем. Вообще мы рекомендуем обращаться на порталы, агрегаторы вакансий. У нас их очень много на самом деле, да, многие, возможно, об этом не знают. Есть работа ЕКТ, очень много вакансий именно по республике. Да. Там, мне кажется, почти, наверное, каждый второй знает, да, про то, что работа ЕКТ, там есть все самые такие актуальные профессии. Есть сайт «Работа в России», это уже региональный, более такой официальный сайт, да. Очень много вакансий тоже на HeadHunter, на Суперджобе, то есть в принципе, если заняться этим, за сутки можно найти себе какую-то вакансию. Без работы не останешься, да? Да. Просто главное координируете вы, да, и направляете человека. Да. Ну, получив образование, конечно, уже можно, да, куда-то устроиться. Ну, вот скажите, пожалуйста, и еще раз проанонсируйте, где мы регистрируем анкету, именно сайт и как, Сайт «Работа в России». Там принимаются все заявки. Когда вы заходите на этот сайт, есть баннер направления на обучение по программе содействия занятости. А контактные телефоны, если, допустим, позвонить, спросить? Можно позвонить нам. У нас есть горячая линия 8 800 222 41 40. Там добавочный номер по программе содействия занятости. Есть также контакты Северо-Восточного федерального университета. Вообще можете обратиться на наш сайт.
Все эти контакты там указаны, и все часто задаваемые вопросы мы уже проанализировали, подготовили ответы. То есть можно сначала ознакомиться с этим, а потом уже звонить. Все, ясно. Спасибо большое, Анна, что поведали нам вот такую интересную тему. Надеюсь, конечно, благодаря именно этой программе у нас появятся новые кадры в республике, и будущее именно за ними. Да, спасибо. А у меня к вам личный вопрос. Как вы относитесь к музыке? Хорошо, без музыки, мне кажется, очень сложно прожить. А творчество группы Битлз вам по душе или все-таки вы более, значит, современной музыки? Да, мне по душе, но это получается, у меня муж слушает Битлз, да, и как бы я тоже слушаю его фоном, то есть, да, Ну вот, а знали ли вы, что ровно 55 лет назад, именно в этот день, вышел один из лучших, а для многих просто культовый альбом группы Битлз под названием «Revolvers». Примечательно, что ровно год спустя, в этот же день, но уже в 1967 году, вышел первый альбом легендарного коллектива Pink Floyd. Какие еще интересные и значимые события произошли 5 августа, узнаем прямо сейчас. На календаре 5 августа. Сегодня отмечают День разглядывания горизонта, День устриц, праздник Почаевской иконы Божьей Матери. Международный день светофора ежегодно отмечают 5 августа, в день установки первого работающего светофора. Россия поддержала мировые традиции, и в 2010 году к этому празднику в Перми было приурочено открытие памятника данному механизму. Аналогичные скульптуры есть в Пензе и в Новосибирске. По народному календарю в эту дату почитают память святого Трофима и еще 14 мучеников. На эту пору приходятся напряженные полевые работы, связанные с уборкой зерновых культур. К этому сроку спеет калина и малина. Хозяйки пекут пироги с этими ягодами, делают запасы на зиму. Также их используют в косметических и лечебных целях. Если вечером стелится туман, то погода будет хорошей. События в этот день. В 1699 году на рейде Таганрога прошел первый смотр-парад и первые маневры российского флота. В Санкт-Петербурге открыт Банковский мост через Екатерининский канал, ныне канал Грибоедова. В этот день на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основании статуи Свободы. В США испытан первый автомобиль, управляемый радиосигналом. В 1948 году Григорий Федотов стал первым футболистом, забившим 100 мячей в чемпионатах СССР. В Москве в этот день представителям СССР, США и Великобритании был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой. В 1973 году стартует советская космическая миссия «Марс-6». В этот день родились Илья Репин, русский художник, живописец, мемуарист, педагог, профессор, действительный член Императорской академии художеств. Ги де Мопассан, крупнейший французский новеллист, поэт, мастер рассказов с неожиданной концовкой. За 9 лет опубликовал не менее 20 сборников короткой прозы, во многом близкому к натурализму. Наум Габо – российский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства, один из лидеров мирового художественного авангарда. Вера Холодная – русская актриса немого кино. Василий Лебедев-Кумач – советский поэт и автор слов многих популярных советских песен. В 1905 году родился Артем Микоян – советский авиаконструктор, академик. Джон Хьюстон родился в 1906 году, американский режиссер, сценарист и актер. Именины в этот день отмечают Федор, Трофим, Теодор, Виталий, Андрей, Анна. Дорогие телезрители, напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. Обратите внимание на наш номер телефона, пишите туда свои утренние поздравления, пожелания, и мы обязательно озвучим их в эфире нашей утренней программы. Ну а также мы не перестаем напоминать вам о том, что до 15 августа идет общероссийский конкурс за звание «Город трудовой доблести». Звание города трудовой доблести в истории славного Алдана станет достойным подарком к столетию якутской промышленности. Всех жителей Якутии мы призываем поддержать инициативу о присвоении Алдана высокого звания и проголосовать. Сделать это очень просто. Вам необходимо зайти на сайт трудовойалдан.ру и оставить свой голос. Давайте поддержим город Алдан все вместе, всей республикой. На сегодняшний день на сайте зарегистрировано 15 114 голосов. Конечно, это много. Действительно, мы видим динамику каждый день, мы следим за статистикой, но это
действительно очень маленькие цифры, потому что нам необходимо набрать 200 тысяч голосов. Напоминаю, сегодня у нас только 15 114 голосов. Осталось всего 10 дней, но я думаю, вся республика сегодня, посмотрев наш утренний эфир, все-таки не поленится, зайдет на сайт трудовойалдан.ру и отдаст свой голос. Напомним, на сегодняшний день самыми активными, конечно же, остаются жители Алданского района. Они отдали в копилку более 3000 голосов. На втором месте Сунтарский район – 2500 голосов. Усьмайцы отправили более 500 голосов. И жители Оленёкского и Венкийского национального района проголосовали почти 300 раз. И Устьянский район отдал 300 голосов. Также активно голосуют и Анабарские, и Нижнеколымские улусы. Присоединяйтесь и вы. Поможем Алдану стать городом трудовой доблести. Началось общероссийское голосование за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Призываем каждого поддержать Алдан и нашу Якутию. На сайте трудовойалдан.ру зарегистрируйся и нажми «Поддержать». Якутия, вперед! Война – это слово, которое зашло в каждый дом, каждую семью, каждый регион и никого не оставило безучастно. Великая Отечественная война не только в прошлом. Ее отголоски мы ощущаем и сейчас, в настоящем. И я думаю, будем ощущать еще и в будущем. Город Алдан Республики Саха-Якутия в Великую Отечественную войну отправил более 11 700 добровольцев на фронт. Но такое же еще количество осталось работать в тылу и помогать ковать общую победу своими трудовыми резервами. Я призываю всех якутян до 15 августа проголосовать на сайте Трудовой Алдан, чтобы наш город смог стать городом трудовой доблести. Заходите на сайт, голосуйте, и я уверен, что якутяне, которые славятся тем, что они могут всегда сплотиться в общей задаче, смогут набрать необходимое количество голосов, и Алдан станет по-настоящему городом трудовой доблести. Дорогие телезрители, регистрируйтесь, голосуйте, и, возможно, действительно Алдан получит это достойное звание. Благодаря именно нам, жителям нашей республики. Ну а мы продолжаем. И у меня есть утренние сообщения, которые пришли к нам на наш WhatsApp номер. Дорогую Аленушку поздравляю с днем рождения. Счастья тебе, любви и удачи. Я тебя люблю, твоя мама. Еще одно сообщение. Сегодня у нас мы отмечаем юбилей. Видимо, люди переживают, да? И мы хотели бы пожелать нашему любимому дедушке самого наилучшего, всего самого-самого здоровья, счастья и любви. Твои внуки Айсен и Айтал. Вот так вот. Вот такие сообщения. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Ну и самое время перейти вновь к новостному блоку. Марферина, вам слово. Приветствую, Дарья. Доброе утро. Перейдем к новостям. Новый механизм субсидирования авиабилетов планирует для арктической зоны Якутии. Министерство транспорта и дорожного хозяйства планирует внедрить новую практику с 2022 года. Это позволит увеличить охват субсидированных перелетов до 45 тысяч человек. Как отметил министр транспорта Владимир Сивцев, предложение уже внесено на рассмотрение правительства. Продолжается прием документов в средние профессиональные учебные заведения. Набор проводится в 42 заведениях. На сегодняшний день поступило более 15 тысяч заявлений. По количеству максимально поступивших документов лидирует Якутский медицинский колледж. Всего направлено более 2000 заявлений. Если посмотреть по количеству человек на одно место, то большой конкурс имеет финансово-экономический колледж. Там на одно место претендуют 14 абитуриентов. Далее самым востребованными специальностями и профессиями на базе основного общего образования считается земельное дело, финансы и поварское дело. После 11 класса больше всего абитуриентов планируют стать медиками. На профессии сестринское дело поступило около 900 заявлений. Есть профессии, которые пользуются наибольшим спросом, есть профессии, которые пока что ждут своих абитуриентов. Так, например, можно выделить на сегодняшний день на базе 9 класса наибольший конкурс на профессии повар-кондитер.
Здесь следует отметить высокую работу, профориентационную работу данных учреждений базовых. Да? Кроме того, если вдруг по каким-то направлениям не будет заявлений, недобор, да, скажем так, то учреждение вправе продолжить приемную комиссию до 25 ноября. 29 айхальских ребят провели каникулы у Черного моря. Отдых для детей работников подразделений «Алроса» организовал айхальский ГОК. 21 день школьники отдыхали в детском оздоровительном лагере «Нива». Территория лагеря 12 гектаров лесопарковой зоны в Геленджике. У лагеря собственный пляж, скалодром, открытый кинотеатр. Айхальские ребята посещали творческие кружки, снимали короткометражные фильмы, купались в море. Также детям организовали оздоровительные процедуры. Это солевые ванны, коктейли и массаж. Единственный минус – экскурсии за территорией лагеря отменили из-за коронавируса. Больше всего запомнилось блины столовые. Вожатые хорошие очень были. Маша и Андрей. Прекрасные вожатые. Я никогда так далеко не ездил, от Айхала. И мне там помнились вечеринки, там столовые. Самое главное, я там нашел много друзей, и мы общаемся по WhatsApp. На этот час это вся информация. Оставайтесь с нами, ну а я передаю слово Дарье. Спасибо большое, Марферина. Ну а мы продолжаем. И у меня есть еще одно сообщение, которое я должна непременно прочитать прямо сейчас, потому что телезрители реально сидят у экранов телевизора и ждут. Моего любимого, умного, красивого внука Тимошу от души поздравляю с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, отличной учебы, счастливого, радостного детства и мирного неба над головой. Ура! Мы поздравляем Тимошу также. С днем рождения тебя! Итак, ну а сейчас хотелось бы познакомить вас с детьми, которым нужна семья. И сегодня это родные братья, 14-летний Александр и 12-летний Иван. Мальчики в силу ряда причин оказались в этом учреждении, но мы очень надеемся на то, что они совсем скоро обретут свою семью. Знакомьтесь, братья Ваня и Саша. Меня зовут Саша, мне 14 лет. Я учусь в лицее в 7 классе. Ну, учусь, конечно, не так хорошо, но стараюсь. Я занял первое место за поделку, новогоднюю. Или нет. Да, новогодних. Ларец новогодних чудес. Первое место я занял. Тут по карате занял второе место. Меня зовут Ваня. Я учусь в 6 классе. Буду брейк-дансом, хожу на волейбол. Вот когда вырастешь, школу закончишь, надолго ты хотел поступить учиться? Да, я еще не решил. Саша у нас 2006 года рождения, творческий мальчишка. Все, что касается творчества, это рисование, это лепка, это поделки, из всего что угодно. Из подручных материалов, из обыкновенной бутылки он может смастерить шикарные какие-то поделки, фигурки. Вот первые места он занимал у нас и на конкурсах к Новому году, поделки, символ года. Спорт тоже как бы ему не чужд. Он может играть и в теннис, и в бильярд, но частенько этим занимается. Медиацентр посещает, как бы так, периодически по желанию. Хотя в робототехнике у него достаточно хорошие успехи были. Его руководитель хвалил. Ваня 2008 года рождения, очень любит делать поделки. Особенно, когда ничего нет, и есть какие-то непонятные обрывки чего-нибудь, какие-то бутылки или еще что-то, вот это он любит собирать, он любит мастерить, что-то фантазировать, фантазия очень развита. Пробует играть в теннис, играть в бильярд, то есть пока еще он в поиске. Трудяги и творческие ребята. Ваня с интересом занимается танцами, а Саша увлекается спортом. Братья сплоченные, дружные и очень нуждаются в заботе, внимании и семье.
На этой неделе первую сваю под строительство нового культурного центра забили в Хадаре Чурапчинского района. Жители села с нетерпением ждут 2022 года, когда будет закончено строительство. Чем примечателен этот центр и что разместится его в стенах, расскажет нам Галина Кутугутова. В 2022 году, в год столетия образования Якутской АСР, в селе Хадар Чурапчинского улуса откроется новое здание. Это будет досуговый, культурный, интеллектуальный и спортивный центр. Сегодня очень знаменательный день, потому что сегодня забили первую сваю большого социального объекта Центра развития села. В этом объекте, в большом новом современном объекте на втором этаже будет располагаться и наша библиотека, Хадарский филиал. Поэтому библиотечное сообщество нашего улуса очень волнуемся, рады очень. Мы уже сейчас планируем участвовать в национальном проекте, чтобы наша библиотека была совершенно нового поколения, нового формата, отвечающей всем современным требованиям. В данном проекте мы приняли участие в 2019 году. Финансирование по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В 2020 году выделили средства из резервного фонда, и объект будет строиться на сумму 136 миллионов рублей. Объект будет сдан в конце 2022 года. Проектной организацией, застройщиком является проектная компания ДСА. Сам проект был разработан проектной компанией ООО «Прогресс-проект». Главный проектант Анисимов Вадим Андреевич. Данный проект у нас полностью запустится в конце 2022 года, в год столетия создания Якутской АССР. На втором этаже здания будет расположен интеллект-центр. Это библиотека, отвечающая всем современным стандартам. Благодаря активности и неравнодушию населения и администрации села в Хадаре откроется большое, новое, современное здание, на втором этаже которой будет располагаться библиотека. Это очень важно, ведь библиотеки сегодня – это не только места для чтения книг, но и общественные, культурные, досуговые пространства. Галина Кутугутова, Айтал Байтунов, Василий Протодьяконов, медиаслужба Национальной библиотеки Якутии. Мы продолжаем наш эфир, и у нас в студии уже есть следующий гость. Это Александра Тас. Александра Тас сегодня пришла к нам с миссией, вот такой, знаете, очень полезной для многих наших именно телезрительниц, потому что сегодня с ней вместе мы попробуем разобраться, как правильно выбрать полудрагоценный камень. Это может быть изделие из полудрагоценного камня, либо вот такая прям статуэтка, которая стоит у вас дома. Но оказывается, при выборе таких вещей нужно иметь определенные знания. Вот вопрос первый, Александра. Перед тем, как выбрать ювелирное украшение, либо вот предмет декора из полудрагоценного камня, на что нужно обращать внимание? Первым делом, конечно же, нужно обратить внимание на его внешний вид, потому что у человека все равно интуиция хорошо развита, и он может выбрать камень, который сейчас ему необходим на данный момент. Это же камни могут быть для любви, для самореализации, учебы, денежного потока и так далее. Также еще необходимо, многие еще смотрят по знаку зодиака, то есть подходит ли этот камень им, и по значению в обязательном порядке. То есть перед тем, ну вообще лучше подойти и прям посмотреть, какой по цвету визуально тебе уже, да? Зачастую это уже работает, да? Да. Например, человек приходит, говорит, я хочу розовый камень, почему-то тянет на розовый камень, а это во многих случаях обозначает то, что человек, ему сейчас хочется любви, внутренней гармонии и так далее. То есть, приобретая вот такого розового слона, это полностью ты кричишь о том, что я хочу любви? Да, хочется, например, внутренней гармонии, для гармонии в семье, семейного счастья и так далее. Вот, а как это называется? Этот у нас слоник получается из розового полностью кварца мадагаскарский, для любви, для гармонии и так далее. Запоминаем, дорогие телезрительницы. Розовый кварц. Хорошо, давайте подумаем, а что же для именно по здоровью? Все-таки сейчас актуальная тема, да? Именно как сохранить здоровье, либо, может быть, как его поддержать? Основные камни для здоровья – это зеленые камни. Такие, например, как вот у нас лежит здесь авантюрен и камень гелиотроп. Это камни для здоровья. Отличие в том, что гелиотроп очищает кровь, стабилизирует давление, а авантюрен на общее укрепление.
И также у нас Вот еще это очищает кровь? Да, стабилизирует давление. Это гелиотроп и авантюрин на общее укрепление. Также у нас, я бы хотела рассказать про камень, который добывают в Алдане, хромдиапсид. Это камень для долголетия и для здоровья. У нас в Алдане? Ценный. Да, он очень ценный и очень дорогой, кстати. Этот камень знают во всем мире, как и чароид наш. Да вы что? Да. То есть это камень долголетия? Да, хромдиапсид. Хорошо, достаточно ли просто приобрести этот камень и, не знаю, носить его в сумочке, возможно, в кармане или как? Или чтобы он работал-то, что, как? Обязательно нужно сделать из него ювелирное украшение и носить вот в виде браслета? Такие голтовки, можно просто их носить, можно с ними медитировать. Также камни, конечно, больше работают, когда их человек носит на себе, на теле. Но при этом нужно знать, что нужно камни правильно чистить и заряжать, чтобы они действительно работали. Хорошо. Как правильно чистят камни и заряжают? Что это такое? Для меня это практически космос. Например, если у человека есть камни, он может положить их в соль морскую. Морская соль, именно не поваренная пищевая, а такая прям озерная, либо морская природная. Без воды, без ничего кладут туда камни. Таким образом камень у нас очищается. А заряжать — это когда уже человек держит камень и загадывает свое желание, как будто оно сбылось. Уже? Да. Опережая события? Да, как будто это оно же есть. И когда человек загадывает желание, он не должен говорить: я не болею, он должен говорить: я полностью здоров и так далее. Таким образом человек заряжает камни. Хорошо, есть ли такая разница мужской камень и женский камень? Вот камень, который только для мужчин, и камни, которые категорически нельзя, допустим, приобретать мужчинам, потому что это имеет женскую энергетику. Некоторые говорят, что есть и камни инские женские, да, и есть янские мужской энергетики. Но я делю только, есть камни определенные, которые подходят под женщин. Это, например, жемчуг, лунный камень, розовый кварц. Все остальные камни подходят как мужчинам, так и женщинам. Вот так вот, да? Да. То есть, а у мужчин нет своего камня? Нет, вот есть такой камень гематит, но я думаю, вот по моим ощущениям, что он женщинам тоже очень хорошо подходит. Все верно. Хорошо. Ну и теперь, конечно же, давайте поговорим про то самое сочетание, да? Возможно ли полностью вот те самые браслетики, да, можно возьму, да? Да. Они же не заряжены энергетически? Нет. Вот посмотрите, вот, допустим, у нас есть сотрудник, работающий у нас в организации, он хочет все сразу. И вот он мне задал вопрос, чтобы я вам передала. Можно ли вот на этот браслет сразу и любовь, и деньги, и успех, и здоровье, и себе, и родственникам, и вот так вот? И он говорит, можно ли так? Камни работают, во-первых, на того человека, который их носит. Поэтому, когда говорит человек: я хочу на защиту всей семьи, такого не бывает, потому что он работает именно на определенного человека. Также мы не делаем браслеты, например, для любви и для денежного потока сразу, потому что денежный поток, основной камень, это цитрин. Он такой полупрозрачный, желтого цвета. Вот такой. Этот? Да, этот у нас цитрин. И они в бусинках тоже бывают. И розовый кварц, камень для любви. Получается, если их соединяем, получается такой прям микс про позитивную любовь. Цитрин, он на деньги и на позитив. Розовый кварц на любовь и гармонию. А что ж плохого-то? Позитивная любовь тоже очень хорошо. Да, позитивная любовь, но цитрин как бы... Денег не будет да, тогда. Не то чтобы денег, да, он больше будет с деньгами, чтобы был лучше соединить с какими-нибудь красными либо зелеными камнями цитрин. Вот в этом отличие. А так можно, конечно, делать на деньги, самореализацию, например, все вместе. Все вместе. Да. А что касаемо, вот когда я сейчас вижу, молодежь, сейчас это очень популярно стало, да? Прям носят вот по 5, по 6. Оно не сбивает друг друга? У каждого свои ощущения. Получается, у меня браслетов, наверное, больше 20, и я их ношу по ощущениям. Каждый раз меняю. То, что иногда мне нужно, хочется денег побольше, да, работоспособность усилить. Иногда бывает то, что мне хочется немножко отдохнуть, защититься, внутренней гармонии и так далее. И приобретая такие камни, можно их носить по 3 браслета, как человеку угодно. Но если человеку некомфортно уже, когда у него 3-4 браслета, он может 2 браслета носить. Именно то, что ему хочется сейчас. Александра, а подскажите, пожалуйста, вот, допустим, все-таки, ну, утром проснулась, да, вот настроение плохое. Одеваешь браслет, работает, да? Человек дает установку, и как бы камни его мотивируют на это. То есть все равно из головы. Да, заряжает, и когда заряжает человек, он загадывает свои желания, и тогда уже дает себе установку. И таким образом камни на человека работают. Он носит на руках и думает, для чего же я загадывал это желание. Да, вот знает, и поэтому таким образом камни мотивируют человека.
А энергетически обязательно нужно чувствовать? Или, в принципе, достаточно прочитать эту литературу и идти по ней? Или все-таки должно быть какое-то вот внутреннее, знаете, расположение ко всему этому? Про камни, про Да, изучение? ну вот, допустим, я сейчас смотрю, и я не понимаю, какой бы камень я себе вот... У меня либо нет чувствительности к этому, либо я мало читала про это. Или как? Нет, нужно выбирать либо тот, который вам нравится по виду, да, вот именно по цвету. Каждый цвет имеет свое значение. Либо выбирают по значению. Я хочу на деньги, хочу на любовь и так далее. Этот у нас получается цитрин для денежного потока. Также здесь натуральный тигровый глаз для защиты от глаза негатива и для бесстрашия. Вот это, по-моему, про меня. А вот такая вот удлиненная штучка, что она Это у нас означает? называются бусины дзи. Они имеют узоры разные. Здесь, например, 21 глаз в том плане, что 21 кружочков. И это значение у него то, что именно для денежного потока, для защиты и так далее. То есть у нас камни подбираются с бусиной дзи вместе. Такое же значение. Для усиления они считаются. А, это усилитель. А это Да. уже просто для ювелирки, да? Ну, вот так, чтобы Да, блестело все да, камушки. это получается здесь Декор. с родиевым покрытием, цирконами, и этот браслет больше подходит для львов. Камня. львов. Да, здесь сердолик, тигровый, гранат, бронзит и красная яшма. Для жизненной энергии, для уверенности и для денежного потока. А что касаемо вот такие вещи, их куда ставить-то надо? Это- Поближе к изголовью кровати? Нет, или это что вот вообще для дома. Именно Мгм. гармонизирует пространство вокруг человека. Сейчас этот флюорит, да, данный экземпляр камень для самореализации, для раскрытия творчества, для вообще именно, чтобы как-то раскрыть свои таланты. Его можно расположить на рабочий стол, Да, либо вот. приобрести тем, у кого вот творческая натура. Писатели, поэты, да, девушка-рукодельницы на рабочий стол, чтобы было вдохновение. Вот так вот. А вот сочетание, вот тоже, кстати, сейчас очень модно, сочетание цепи и полудрагоценных камней, оно не сбивает друг друга? Нет, не сбивает. Получается фурнитура. Если даже будет золото, серебро, оно будет усиливать действие камней. Вот здесь у нас фурнитура получается с родиевым покрытием, и камень тоже идет со своим значением. Приходит, говорит, я хочу красивую, сейчас хочется стильно Да. одеваться, конечно, да, но и хочется, чтобы эти украшения были со смыслом, чтобы они работали и помогали человеку. Вот это украшение, к примеру, что Это у нас натуральный сердолик, камень для жизненной энергии. И как раз здесь солнышко. Солнышко тоже обозначает у нас энергию, яркость, позитив. Ну, а Да. здесь что-то прям блестящее. Это у нас камень, называется он перит. Его, ну, как бы второе название золото дураков. Потому что когда-то считали, что это золото, добывали его, но это полудрагоценный, не драгоценный, а полудрагоценный камень. Перит. Камень для того, чтобы усилить лидерские качества человека, для денежной удачи, для успеха в работе. Тоже на рабочий стол можно поставить, и пусть блестит, да? Да. Вот так Мотивирует вот. человека. Мотивирует это- человека, да, работать. Да, все верно. А вот эти вещи сейчас вообще есть практически в каждом магазине. Да. Но мне кажется, половина из них это просто подделка какая-то, вот в виде пластика. Я вот, например, проходила и видела на полках магазина и думаю, ну что вот эта вещь может сделать с лицом? Ну разве она может помочь разгладить морщины или что ли? А это получается у нас древний массаж китайский. И эта пластинка называется гуаша. В древнем Китае делали массаж, например, из деревянных таких пластинок. Сейчас они делают и полностью из натуральных камней. Как бы действие идет на действие кожи, при этом в энергетическом плане он тоже очень хорошо помогает. А из любого камня может быть? Сейчас самые такие известные, это оникс был у нас, обсидиан был, горный хрусталь, аметист и авантюрин. Вот так вот, да? Это розовый кварц. Пока, да, этот розовый кварц. Но был нефрит, был авантюрин, я его не принесла, но многие его путают с нефритом. Зелененький как Да, раз. Вот это. вот именно гуаша таким роллером я полностью натурального нефрита не видела. Обычно китайцы, да, свой нефрит они не продают. Все для себя? Да, все для себя, и делают из авантюрина, продают как натуральный нефрит. Хорошо. Так, Александра, но для тех, кто все-таки начнет вдруг, захочет приобрести, во-первых, конечно, как вот ваши советы, прочувствовать, да, почитать по знаку зодиака, да, и иметь в виду, что некоторые камни сочетать нельзя. Да. Еще какой может быть совет такой? Самое главное, что, мне кажется, нельзя покупать изделие, на котором вместе рубин и гранат.
Отдельно либо рубин, либо отдельно гранат, потому что это очень сильные камни, и когда человек носит рубин с гранатом в одном изделии, его может, мне кажется, штормить. Плохо может быть. Да? Да, вот такие вот сочетания, они нежелательны. А лучше обращаться к специалистам, как вы, да, чтобы давали консультацию, ведь это все-таки не игрушки, дорогие телезрители. Это несет за собой определенную энергетику, определенное поле, да, такое биополе, если я правильно выражусь. Да? И, конечно же, возможно, вы найдете для себя свой камень, и ваша жизнь станет ярче, да, Александра? Да. Спасибо большое. Как вы относитесь к кинофильмам, кинопросмотрам вообще? Я часто очень ходите? люблю. Нет, потому что у меня 3 детей, это не часто, но я бы хотела часто. Да, вот так вот. Многодетная мама хочет ходить в кинотеатры. Но тогда для вас мы расскажем, что «Отряд самоубийц» премьера стартует сегодня во всем мире. Чуть подробнее о премьере и о других фильмах, которые выходят сегодня на большой экран, расскажем в нашем эфире. Мальчики, чем это вы занимаетесь? Что? Мы пришли спасать тебя. Вы спасать меня? План был великолепный. Ну, я могу зайти обратно, и вы меня спасете. Вот сейчас обидно было. Ой, ну прости, Харли Квинн. Bloodsport. В 2016 году кинокомпания DC выпустила первый фильм про команду суперзлодеев «Отряд самоубийц». Фильм был довольно холодно воспринят как зрителями, так и критиками, но несмотря на это, продюсеры все же отважились на запуск сиквела. Режиссером выбрали Джеймса Ганна, уже имевшего опыт работы с большой командой героев, правда, из другой вселенной. Именно Ганн снял обе части «Стражей Галактики» для студии Marvel. На этот раз по приказу работающей на правительство Аманды Уоллер, заключенный тюрьмы для суперзлодеев Белли Риф отправляется в островное государство Корто-Мальте, чтобы уничтожить Йотунхейм, тюрьму нацистской эпохи и лабораторию, в которой содержатся политические заключенные и проводятся эксперименты по проекту «Морская звезда». «Отряд самоубийц» на этот раз выглядит очень внушительно. Помимо Харли Квинн и Капитана Бумеранга из первого фильма, к отряду присоединились Миротворец, Bloodsport, Ласка, Король Акул и другие. Рука! Она самая умничка. Мы все умрем. Надеюсь. Угораздило, блин. Отряд самоубийц. Миссия на... Дорогие друзья, время нашего эфира подходит к концу, а завершить его я хочу поздравлениями от наших телезрителей. Любимую дорогую сестру Августину Егоровну, ветерана труда Российской Федерации, отличника МВД России, сердечно поздравляем с юбилеем. Желаем крепкого, как якутский алмаз, здоровья, успехов в работе, счастья в личной жизни. Пусть твоя жизнь будет безоблачной, долгих лет жизни тебе. Родные из села Рассолода, Мигина Алданского улуса Яковлевы. И еще одно поздравление. Поздравляем с днем рождения нашего любимого брата Валерия Константиновича Стручкова. Желаем здоровья, счастья. Из Якутска сестра Надежда. Вот такие замечательные поздравления. Мы присоединяемся, конечно же, к ним тоже. И благодарим всех телезрителей за то, что принимаете активное участие в нашем прямом эфире. Ну и на этом наш эфир подходит к концу. Мы не прощаемся, мы увидимся с вами завтра на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Просыпайтесь вместе с утром Якутии, заряжайтесь энергетикой и узнавайте все самое актуальное прямо с утра. Всего вам самого наилучшего, бодрого вам дня. Увидимся завтра. С 1 по 31 августа в Центральном кинотеатре на проспекте Ленина, 12, второй этаж, состоится грандиозная распродажа дубленок, шуб и шапок из норки и мутона, производства Пятигорск. Обменяйте старую шубу на новую с доплатой. Надо торопиться, если хотите заселиться. 2- и 3-комнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО СПЗ ДСК-1 33 13 28. Хочешь стать обладателем машины? Участвуй в акции от компании «Азбука». Соверши покупку на 1500 рублей, и, может быть, именно ты станешь обладателем этой прекрасной машины. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Распродажа пуховиков в Вахара. Женский пуховик от 2900 рублей. Дуньте в манок. Товары для